Горячая линия телеканала не перестает принимать звонки и помогать жителям города. На этот раз к нам на телестудию обратилась женщина с ее нелегкой жизненной ситуацией. В преддверии зимы она может остаться на улице. Подробнее в материале наших корреспондентов. В свои 65 лет Елизавета Георгиевна вынуждена жить в съемной комнате, так как не имеет собственного жилья и уже на протяжении 7 лет стоит в очереди на получение жилья. Я стою на очереди в этом бакемате. Последний раз я заходила, говорю, девочки, посмотрите, какая я там. Говорит, 7-я. Арендодатели прислали пенсионерке уведомление о расторжении договора, только вот причину не указали. Со слов Елизаветы Георгиевны, она не нарушает условия договора и не понимает, чем же она помешала арендодателю, что они приняли решение о выселении пожилой женщины. Самая главная оплата у меня идет, я вам чеки срок. Не только в срок. Я получаю пенсию и уже плачу на следующую неделю. Не переплата, это идет оплата, но идет впрок. Но, как пояснил нам арендодатель, что из-за Елизаветы Георгиевны жильцы отказываются снимать у них жилье и, как говорится, суют свой нос в чужие дела. И настолько надоедает съемщикам комнат, что те не выдерживают и съезжают. Она на замечания не реагирует. И когда победишь? Мне некогда, я занята. Человек, пенсионер, она нигде не работает. У нее тут тетя живет. Тут у меня, знаете, сколько таких случаев, очень много. И письма она забирает, и читает чужие письма, потом возвращает через неделю. Таких случаев очень много. И все жалуются на нее. У меня в этой секции вообще люди никто не живет. Ситуация довольно сложная и непонятная. По условиям договора съемщик комнаты ничего не нарушает, но и арендодатели не могут смириться с так называемой любопытной пенсионеркой. Сторонам остается одно – решать все мирным путем, либо же в судебном порядке. Алена Бикеева, Дмитрий Глазев для программы «24 часа».